Тем не менее, люди на этой территории жили довольно издавна, и само их пребывание здесь, вот если его разбирать подробно, похоже на детективную историю, по крайней мере, история современных археологических раскопок. Здесь вот я, к сожалению, не очень хорошо дружу с всякими рисовалками. Я как-то пытался показать здесь, люди на северо-восток пришли двумя путями. Первый был поток северный, это были охотники на оленей, это были северо-таежные охотники на оленей. Они появились где-то около 11-12 тысяч лет назад. Вот они прошли этим путем. Судя по всему, стали первыми мигрантами в Америку. От них остался на северо-востоке очень интересный анклав, на самом деле. Это Камчатка. Вот и тельмены, которые изначально жили в момент русского завоевания вот здесь. Это, судя по всем генетическим последним анализам, являются прямыми потомками первопоселенцев. Они поэтому очень сильно отличаются вообще от всех северо-восточных туземцев. Они были крайне воинственны, беспощадны, у них был культ пыток, такой вот развитый. И, в общем-то, почти всех их и перебили во время Большого сибирского взятия. Сегодня существует ряд людей, которые называют себя камчадалами, один из них даже депутат Государственной Думы. Но, конечно, отношение вот к этим прасибирякам, они все имеют весьма и весьма относительное. Второй поток шел по побережью. Это были морские охотники и собиратели марикультур. Из них тоже осталась очень специфическая культура вот здесь, культура кереков. Их лет 30 назад было человек 100. Сейчас я, в принципе, не уверен, что кто-то еще есть. Вот. Все последующие движения сюда, на северо-восток, они были уже несколько другими. Вот, значит, здесь есть, то есть вот, когда сюда пришли русские, основная часть среднего течения Колымы была заселена юкагирами. На водоразделах и на побережье Охотского моря в южной ее части жили и вены. Здесь жили коряки, чукчи занимали очень небольшую часть территории. Они на самом деле были выдавлены юкагирами. Вот очень воинственные, так сказать, чукчи, вот я без стрелок эту территорию, были, тем не менее, вот юкагиры их одолевали. Потом, да, якуты, они вообще не коренные и не малочисленные народы. Якуты с гордостью себя называют потомками Чингисхана, но на самом деле это кангаласский народ, который пришел из Прибайкалья, видимо, в период Большого монгольского взрыва, который происходил действительно. Они коневоды, они не... буряты, якуты, монголы – это одни люди. И когда русские пришли в Сибирь, жили якуты в том месте, которого даже на моей карте северо-востока-то и нет. А сюда они пришли за русскими ватагами. И вот за русскими ватагами они и заселили и Нижнюю Колыму, и Индигирку. Более того, якуты, после того, как прошел у них достаточно яркий период русского завоевания, они повоевали с завоевателями очень недолго, буквально лет 15-20. Потом у них еще была одна большая вспышка, но уже так на излете. Они успешнее всех северных народов коллаборировали с русскими. И, в общем-то, в качестве маркетантов и купцов почти везде и проникли. Вот. На северо-востоке достаточно долго, в общем, считайте, до конца XIX века якуты считались неким аналогом евреев в Европе.